Когда мы задумываемся, где и как отдохнуть, то в первую очередь на ум приходят мысли о море, теплых краях. Но не всем. Некоторые предпочитают лучше узнать свою малую родину. И в этом поможет туристский информационный центр республики. В нашей студии сегодня как раз представитель Александр Терентьев, организатор экскурсий сектора туризма Финно-Угорского этнопарка. Александр, здравствуй. Скажите, пожалуйста, как часто устраиваются дни открытых дверей? Дни открытых дверей мы примерно устраиваем 2 раза в месяц, каждые 2 недели. И обычно это выбираем пятничный день, потому что люди уже более разгружены от работы и могут уже себе позволить посетить наш центр и узнать много нового о турпотенциале республики. Есть те, кто уже в пятницу решает куда-то ехать, а в субботу уже едет? Но если есть туры, то да. А где проводятся вот эти дни открытых дверей? Где-то в Сыктывкаре или для этого нужно в этнопарк ехать? Нет, в этнопарк ехать не обязательно. Мы проводим их в том же здании, где и находится туристский информационный центр. Это конференц-зал общественной приемной главы, то есть это тот же дом печати около Вечного огня. Ну, очень удобное место расположения. Да, каким образом организовывается? Что это такое? Это какая-то встреча, и вы выступаете, там лекцию проводите? Или как это проходит? Обычно сначала мы заявляем какую-нибудь провокационную тему, например, было «Фуд-деревня» о сельском туризме в республике, и уже под это подстраиваем экспертов. Обычно это либо сотрудники этнопарка, которые занимаются туризмом, либо люди довольно профессиональные в этой сфере. Например, о Маньпупуньоре, как туда попасть и на вертолете, и пешим маршрутом рассказал руководитель такой довольно известной турфирмы «Походы на Полярный Урал», это Сергей Семяшкин, и он в подробностях, в мельчайших деталях рассказал о всех нюансах похода на Маньпупуньор. Там уже подсказки были, да? Конечно, да. То есть многие люди не понимали, почему на Маньпупуньор пешим маршрутом может попасть так мало людей. И вот узнали, что, допустим, 50 человек в год от Республики Коми может пешим ходом посетить, и эти места раскупаются буквально за неделю, за пару недель, за год до еще этого маршрута. То есть это такая квота получается, только 50 людей? Ну, там, по-моему, 100 с чем-то человек могут посетить в целом, и от Республики Коми вот энное количество, да. Ну, у нас хотя бы есть какая-то привилегия, пусть и за год. В качестве посетителей этих дней открытых дверей кто приходит? Вот молодежь, постарше, вот какой-то такой? Ну, ранжировать очень сложно, потому что и интересуются и студенты, и люди среднего возраста. Особенно интересны туры паломнические и этнографические для людей более пожилого возраста, которые также интересуются мероприятиями, заранее приходят. Вот у нас нет интернета, пожалуйста, позвоните, скажите, когда у вас дни открытых дверей, мы обязательно придем, и мы, конечно, их ждем. И вот именно посещение ТИЦ, оно видно, если вот в прошлом году ТИЦ был открыт, посетило энное количество людей, то эта цифра за эти полгода уже возросла вдвое. Более 2000 человек посетило ТИЦ, а эти цифры говорят о многом, что люди узнают о данной организации, зачем она создана и что она работает. А как часто появляются какие-то новые маршруты, или их количество стабильное, а может быть кто-то разрабатывает? Ну, конечно, в ТИЦ представлены не только маршруты этнопарка, потому что этнопарк с прошлого года еще является туроператором и создает собственные маршруты, но и компании, которые у нас есть в Коми, тот же Сергей Семяшкин или Владимир Данько, их маршруты также представлены в ТИЦ, и вы можете узнать о них, купить их и уже увидеть республику по-другому. А что касается этнопарка, то мы стараемся создавать больше новых интересных маршрутов, такие брендовые, это либо связаны с экотуризмом, потому что республика представлена как экореспублика, а также этнографические маршруты, те же поездки на Лут, на Устилимскую горку, на Терыбкыр и вот такие мероприятия. Самым последним, наверное, что мы делаем сейчас, это будет новшество, да? Да, новшество. Это будет, ну, наверное, это секрет, но мы разрабатываем маршрут Злачный Сыктывкар, Любовный Сыктывкар. Вот такие интересные вещи, которые многие люди не знают. И ну, вот вам бы захотелось самим пойти на Злачный Сыктывкар, узнать, какие же существуют места. Естественно, безопасно, но вот именно само название и насыщенность этой программы, она очень интересная, потому что многие люди привыкли либо к экотурам, либо к этнографическим, да, им хочется чего-то нового, необычного. И как раз этнопарк
об этих людях тоже пытается заботиться и делать маршруты под них. Ну вот раз в 2 недели проводится день открытых дверей. Если человек не успевает на этот день попасть, можно же просто прийти в центр и задать вопросы, так ведь? То есть это не будет такая вот прям красочная встреча, но информацию получит полную. Конечно, да. То есть информация про встречу, во-первых, размещается в социальной сети ВКонтакте и на сайте этнопарка, поэтому то, что обсуждалось, вы можете узнать. Но если у вас есть дополнительные вопросы или просто вы хотите прийти и получить информацию, вы можете в любой будний день прийти в туристский информационный центр, он работает с 11 до 7, и получить любую информацию про мероприятия, про маршруты, получить бесплатно раздаточный материал. Это карта и Сыктывкара, и республики, событийный календарь, буклет с маршрутами самыми популярными в республике. То есть все это бесплатно, все там находится. И информацию вы тоже получаете бесплатно. За вас никто не возьмет деньги, если вы попросите, не знаю, рассказать о ближайших мероприятиях в театрах Сыктывкара, или как лучше попасть на Маньпупунер, в какое время года и у кого купить этот тур. То есть все это можно узнать в туристском информационном центре. Так что, друзья, Пользуйтесь, узнавайте, да, республики больше, путешествуйте. Я думаю, что, может быть, даже можно как-то и пропустить, может быть, поездку в южные страны, посвятить какое-то лето нашей республике. Спасибо вам большое за вашу работу. Желаем, чтобы как можно людей узнало о наших маршрутах. Ну и креативных идей. И креативных идей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.